Сообщить в полицию о пьяном за рулем и получить вознаграждение, возможно, в республике это скоро станет реальностью. В Госсовете обсудили планируемые изменения в закон об участии граждан в охране общественного порядка. Кто будет определять размер поощрений и кому их будут платить, расскажет Алена Ладыгина. Коми среди лидеров по северо-западу по числу аварий с нетрезвыми водителями. Сообщить в полицию о пьяном за рулем граждане всегда могли, но правительство предложило поощрять сознательных жителей Коми рублем. Динамика и правда пугающая. В 2019 году ДТП с пьяными за рулем было меньше 3000, в 2020 – 3200. И в этом году лучше ситуация не стала. За 11 месяцев у нас выявлено уже 3416 водителей, управляющих состоянием опьянения. И плюс еще 1100 водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования. То есть в итоге 4500 человек. Только в 2021 году по таким наводкам от граждан стражи порядка смогли привлечь к ответственности 306 человек. Подобный закон уже существует в Ямало-Ненецком автономном округе, так что юридическая процедура тоже ясная. После того, как ГИБДД установит транспортное средство, выявит, что действительно факт подтвержден, этот гражданин напишет заявление в адрес МВД. К заявлению прикладывает свои данные, банковские реквизиты, куда надо перечислить, ИНН и согласие на обработку персональных данных. В случае, когда человек получает вознаграждение, а также его размер, новый закон предлагает определять правительству Коми. Сначала закладывали 1 200 000 рублей, на 400 обращений по 3000 рублей за подтвержденное правонарушение. Но пока в законе это не прописано. Все суммы и весь порядок, каким образом это может сообщаться, каким образом фиксироваться, это все будет установлено постановлением правительства. Но когда мы в целом будем дальше изучать то, каким образом этот законопроект реализуется, мы будем в том числе спрашивать, как он реализуется, в том числе постановлением. Депутаты говорят, что нужно смотреть за правоприменением, будут ли люди пользоваться возможностью, а потом, вероятно, расширить действие этого закона на другие опасные нарушения. Алена Ладыгина, Евгений Стокас, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.